Что такое финансы? Материя. Материя. Еще. Энергия. Энергия. Еще. Средства. Средства. А еще. Деньги. Деньги. Хорошо, смотрите. Если вы откроете толковый словарь Ожегова, кто-нибудь видел? Да. Там написано будет, что финансы – это деньги, денежные дела, государства, предприятия, человека. Дальше точка, запятая. Система формирования и система распределения денег. То есть где-то мы формируем и как-то их распределяем. Смотрите, значит, что теперь жизнь? Что такое жизнь? Давайте подискутируем. Тут я просто был на лекции одного шейха, ну, шейх это доктор наук, да, то есть по исламским наукам. И вот хочу с вами поделиться. Значит, шейх Абдурахман из Дагестана. Что такое жизнь? Процесс существования от рождения до смерти. Процесс. Отлично, хорошо. Форма существования белковых тел. Да, хорошо. Смотрите, давайте, значит, я не зря спросил про финансы. Жизнь это система формирования 4 энергий и распределения или траты 4 энергий. Первое это физическая энергия. Второе это эмоциональная составляющая. Вот только что Андрей Иванович рассказывал про эмоции, да? Дальше духовная энергия и интеллектуальная энергия. Понимаете, да? То есть мы с вами формируем 4 вида энергии и мы их тратим. Да, это процесс. Вот в этом процессе. Согласны с этим? Согласны. Теперь, значит, я буду рассказывать вот про что. Квант. Что такое квант? Есть тут квантовые физики? Тут написано, что это квантум сколько неделимая часть какой-либо величины физики. Это вот прям определение, да? На самом деле можете дальше поизучать, я немножко про другое. Про то, как сделать квантовый скачок. Квантовый скачок. Ну давайте мы немножко с другого конца зайдем. Вообще, для чего сюда пришли? Чтобы послушать вас. Так, теперь давайте в разрезе 4 энергий. Что хотим прокачать? Интеллектуальное. Еще? Эмоции, тут есть эмоции? Да, есть. Смотрите, стол как на свадьбе. Да? Есть? Физическое, хорошо, отлично. Теперь смотрите, значит, есть некий у вас уровень энергии. Вот на текущий момент. И ваше состояние. Ну, я вижу многие студенты, да, и есть не студенты, есть серьезные люди, там, взрослые. Теперь нам надо понимать, как нам двигаться по жизни. Как нам двигаться по жизни. Теперь кто скажет, для чего этот центр существует? Это база. Для протяжения. А еще для чего? Сплочение развития. Сплочение развития. Отлично. То есть, по сути, значит, мы здесь собираемся, и мы тоже пришли для того, чтобы мы вышли на другой уровень развития и помогали друг другу. Для того, чтобы, значит, мы не конкурировали между собой. Нам надо объединиться так, чтобы мы, 2 компании, выглядели очень классно. Одна продает кресла, другая продает дома. Они правильно расставили, и теперь те, кто дома продают, они создают уют для своих потенциальных клиентов, понимаете, да? А те, кто, значит, продают кресла, ну, они там, где продают дома, понимаете, там, где тихо, спокойно. Выиграли? Выиграли. Теперь, значит, вот задача, вот в моем понимании, значит, наша задача вообще татар усиливать друг друга. И чтобы мы двигались дальше. И я теперь расскажу, как мы по уровням должны двигаться. И расскажу свой кейс. Но, смотрите, для того, чтобы все это случилось, сначала нужен импульс. Импульс в виде созидательной цели. Все смотрели, как там, фильм-то у нас прошел, про пацанов. Да, «Слово пацана». Смотрели, да? Ну, смотрите, вот мы в то время жили, но у нас не было, к сожалению, идеологии, чтобы у нас были созидательные цели. Но они были, но улица всегда продвигала что-то другое. Но сейчас ситуация поменялась. Мы живем в одной стране, и у нас страна одна, и теперь нам надо, чтобы наша страна процветала. Нормально, да? Вот. И
смотрите дальше. Андрей Борисович говорил там про то, что бензин оценивают по тому, как выглядят чистые полы, двери. Помните? Вот, например, в Москве там, да, то есть, когда говоришь, кто тут самый крутой по стройке? Не, говорят, татары. То есть, вам надо понимать, что вы относитесь к татарам. И по каждому из нас будут судить о всех татарах. Понимаете? Вот вы и мы не имеем права где-то лажать. И мы должны быть лучшие. И мы должны быть лучшие, понимаете? Теперь дальше. Осознанные действия. Если мы говорим про эти 4 энергии, шейх Абдурахман разделяет там 10 этапов жизни. От рождения до смерти. И причем в каждом этапе жизни свой набор энергий. Понимаете, да? Вот сейчас, значит, те, кто студенты, вам что надо прокачивать? Интеллектуально. Так, интеллектуально еще... Ну, этот интеллектуально туда. Эмоционально. Так, эмоционально еще физуха нужна? Физуха нужна. Духовность нужна? Нужна. На самом деле, может быть, духовность, ну, может быть, я вот скажу неправильно, да, то есть, но обычно, когда молодые, я и сам как-то мало к этому обращал внимание. Но это тоже драйвер роста. Тоже драйвер роста. Теперь дальше смотрите. У вас должен быть рост потенциала тогда, когда, например, вы обучаетесь, и у вас есть цель. Мы даже вот пока общались, но поняли, что, например, ну, у некоторых нету цели, для чего они обучаются. Это второй момент. Вот когда мы говорим про компании, когда 100 лет компании, 150 лет компании, и компания занимается одним и тем же, почему так происходит? Потому что от отца к сыну, от отца к дочери, там передается все, да? И компании развиваются. А что нам мешает, значит, развивать компании наших родителей? Я общаюсь со своим сыном, которому 15 лет. Я говорю, слушай, у меня бизнес, IT-бизнес. Ну, например, это компания LPT Systems, которая обслуживает аэропорт Жуковский, аэропорт Казань, там, энергетиков Татарстана. Я говорю, вот может ты, я говорю, как-то вот в эту сторону посмотришь? Он говорит, пап, ну это же как-то не модно, значит, заниматься вот семейным бизнесом. Я хочу там своим чем-то заниматься. Но если посмотреть на западные компании, европейские, там вот Дом Гуччи, кто-нибудь смотрел фильм? Я рекомендую им посмотреть Дом Гуччи, какой там был классный бизнес и как они упустили этот бизнес. А нам бы сделать надо по-другому. Если, например, мы занимаемся каким-то бизнесом, чтобы он дальше продолжался. Если кто-то, например, работает на госслужбе, так почему бы мне не научиться получить опыт и дальше двигаться? И при этом помогая нам, да, то есть вот каждому из вас. Я уверен, значит, вот те, кто здесь сидят, через несколько лет будут там замами министра, министрами там, да, то есть крупными чиновниками. А вы вот зря смеетесь, потому что я в 2001 году работал в приемной комиссии в одной из вузов. Но я, приходя на совещание в Министерство образования, вижу вот этого, значит, абитуриента, который когда-то поступал, он теперь замминистра. И приходя в другое министерство, вижу другого студента, понимаете? Он замминистра. То есть, да, мы пришли со спорным вопросом, но в рамках закона нам помогли. Здорово? Здорово. Вот. Давайте дальше. Как совершить переход? Или как не совершать? Отсутствие импульса. Не будет у вас перехода. Дальше. Отсутствие усилий в рамках 4 энергий. Не будет перехода. Дальше. Нехватка осознанности не будет. Нехватка потенциала, не будет перехода. Вам надо, значит, двигаться. Теперь есть теория рек. Я когда-то об этом узнал, теория не моя, значит, но я хочу об этом вам донести и рассказать собственную историю. Есть теория рек. Есть река бомжей. Там есть свои ложки, есть свои среднячки, есть свои крутые. Согласны? Ну, в школе тоже бывает, в одноклассниках. Там, например, у вас есть там в классе, над кем всегда издеваются, есть среднячки, есть топы. Так как в тюрьме. Слушайте, мы социальные существа. Ну, у вас вообще, вот вы учитесь теперь в жизни как?
А в жизни как? Не так разве? Всегда так. Но надо понимать, есть разные реки, понимаете? Разные реки. Ну вот, например, я скажу про свою реку. Да, значит, оказывается, я родился в очень крутой семье. Я об этом не осознавал, пока не написал книгу про свою семью. Я, значит, дошел до 1372 года по своей родословной. И понял, кто мои предки. А для чего? Для того, чтобы хотя бы понять, какой у меня потенциал вообще. Но, значит, до этого расскажу. Значит, я рос в семье учителей. И так получилось, что папа умер, когда я учился в 7 классе. В 8 классе случился пожар. И вообще все сгорело. В деревне жили. И у меня, значит, получается, 8-классника не было треников, чтобы ходить в спорт, на физкультуру. Мама ходила, значит, отпрашивала меня под разными предлогами, чтобы я туда не ходил, потому что просто денег не было. Ну вот с этого начинаем, да? Но хотя я в классе был топ, потому что мы занимались физухой, мы даже умудрились сделать так, что в спортзале помещение отгородили, повесили замок и не пускали физрука. Ну, представляете, да, это наглость надо иметь. Вот. Но, тем не менее, значит, вот такая ситуация была. Но в тот момент получилось так, что я все-таки физуху прокачивал, и мы учились. Мы читали книги. Кто-нибудь книгу читал последнюю? Кто читает? 2, 3, 4. Давайте слушайте, значит, я вам сейчас прям дам супер технологию, как выйти на другой уровень. Ну, смотрите, значит, я был в реке, да, то есть достаточно таких вот бедных людей теперь получается. И да, у меня, значит, были скиллы. Потом я поступил, значит, учиться в тот самый Казанский технологический университет. И я буквально на 2-й неделе подрался с казанскими, потому что так получилось, ну, что-то пришли-наехали. Я закончил там на красный диплом. У меня образование, я инженер по автоматизированным системам управления, я экономист, я юрист, да, есть степень MBA, но тем не менее, значит, до сих пор обучаюсь. Вот смотрите, важный момент. Я перешел в реку студенты. Там был ложком, быстро стал нормальным. Что значит быстро стать нормальным? На 2-м курсе я купил себе 8 по тем временам, это был 2000 год, и купил квартиру. Топ. Как Панамера сейчас, наверное. Да, то есть по тем временам это считалось прям, ну, прям крутая тачка. Как Lexus. Да. А почему так получилось? Потому что я, когда был студентом, я сразу стал топом. Меня заметили в другой реке. Понимаете? И когда спросили... Круг общения? Да, потому что, значит, в другой реке сказали: парень, ты чем занимаешься? Я говорю: я программирую. А они говорят: слушай, нам для Татнефти вот такая программа нужна была, которую ты пишешь. А у меня была аналитическая система финансово-хозяйственной деятельности. Представляете? И теперь я перешел в другую реку, а в этой реке я опять лох. Потому что ты, значит, студент 3-го курса, тебе приходится общаться с гендиректором Татнефти, да, то есть там, ну и так далее. Представляете, где гендиректор, например, вот сейчас Роснефти, и где вы? Но если вы в своей реке топ, вас в другой реке заметят. Понимаете? Но важный момент. Переход между реками, что нужно? Первое, быть надо топом в своей реке. И второе, значит, нужен наставник, проводник. Вот этот центр, это классный проводник, значит, где вы можете перейти в другую реку. Я вот смотрю, там вот все успешные. Вот. Что, не успешные, что ли? Успешные. Все. Вот. Дальше смотрите, значит. Вот в этой реке, значит, я двигался, и теперь потом я перешел в реку предпринимателей. Но получилось, что там тоже лошок. Но пришлось быстро вырасти до топ-компании, значит, по меркам Татарстана. Ну, я до того дорос, что 942 миллиона по обороту, но получилось так, что я обанкротился. А так случилось, что не хватило моих компетенций не заключать контракт с мошенниками. Я хотел купить сахар в Европе, заключил договор, деньги ушли, деньги были кредитные,
по сути, значит, и денег не получил, и сахар не получил, я обанкротился. Но опять-таки, так как, значит, есть компетенция, есть правильное окружение, но я опять-таки, значит, перешел в другую реку. Реку, значит, ну, предпринимателей других. Но мне пришлось буквально за пару лет быстро восстановиться, там, построить дом, купить офис, купить себе тачку. Ну, купил я себе BMW X6M, да, то есть прям такая прям топовая была. Вот. Но почему так происходит? Потому что есть цель созидательная, есть компетенции, которые наработаны, и есть наставники. Есть наставники. И здесь я вот смотрю, значит, вам надо все-таки вот больше коллаборироваться и думать про ваши личные цели. У кого есть личная цель на 10 лет? Поднимите руку. Раз, два, три. Так, отлично, отлично. А вообще, значит, про ваши цели остальные знают, нет? Знают? То есть у вас такой прям нетворкинг есть? А здесь нет? Здесь, именно здесь. Здесь мы скрываем. А, теперь смотрите, а зачем скрывать? Помните, я начал говорить там про татар, да? То есть, когда мы друг друга топим. Если я знаю, какая ваша цель, то есть, по сути, я бы мог бы помочь чем-то, да? И теперь я говорю, я двигаюсь, сейчас вот буду двигаться в Казань. Но кто-нибудь скажет, слушай, ну, я тоже двигаюсь в Казань. Поехали вместе там, не знаю, там, до вокзала, там, да? Мы на поезде поедем. Вот. Поэтому, на самом деле, я вам предлагаю все-таки общаться более тесно, чтобы понимать ваши цели и друг другу помогать. Согласны с этим? Так, ну хорошо, на самом деле там у меня много что говорить есть. Давайте я готов отвечать на вопросы в рамках этих 4 энергий, в рамках квантового скачка и теории рек. Помните, рассказывал Андрей Борисович про достижение целей? Иногда, зачастую, апатия появляется, когда вы что-то хотели, и вас где-то сбили, обесценили, сказали, что вы не такой. Мотивацию сохранить. Да. Но мотивация — это способность действовать, да, то есть это вот мотивирует в основном людей другие люди. Поэтому, если у вас нет мотивации, приходите сюда, здесь куча мотивированных людей, расскажите про свой, значит, вопрос. Скорее всего, помогут. Скажут, слушай, у меня то же самое было. А я вот так вот решил, и у меня сейчас все нормально. И все просто же. Смотрите, апатия, вот если шкалу тонов смотреть, есть апатия внизу, энтузиазм наверху. Надо, конечно, значит, понять причину этой апатии, но у меня есть упражнение. Оно, казалось бы, очень такое простое и прям, с одной стороны, очень тупая, значит, да? Но она в чем заключается? Если у вас апатия, есть упражнение. Берете предмет, куклу, и делаете упражнение минут по 30. Берете, значит, в руку и говорите, встаньте. Берешь и поднимаешь. Говоришь, спасибо. Потом говоришь, сядьте. Берешь, ставишь. Говоришь, спасибо. Вот это вот упражнение из апатии выводит в течение тройку дней. Проверено на разных, значит, людях и даже у предпринимателя. Предприниматель лежит дома, он говорит, у меня даже денег нет на такси, чтобы до тебя доехать. Я говорю, делай упражнение. Почему? Потому что наша вот эта вот жизнь, она состоит из материи, энергии и пространства. Мозгу надо понимать, что мы чем-то можем управлять. Апатия — это следующий уровень апатии, это смерть тела. Если, понимаете, да? То есть, потому что если прям глубокая апатия, это дальше человек умирает. А на самом деле нам надо для того, чтобы выжить вот в жизни, надо, значит, хоть передвигать вот это. Начните хотя бы с этого. Вот. А вообще, значит, я рекомендую сходить к психологу и разобрать вашу ситуацию более глубоко. Первое — это коммуникация, а второе — это уровень потенциала, который был во мне. Вот представляете, там, чтобы вас заметили, вам надо проявляться. Вот сейчас это очень модная тема, да, про проявленность, аутентичность там и так далее. Но если вы внутри, как бы по компетенциям, по способностям пустые, то кому вы нужны?
Нужны способные люди, понимаете, обученные люди, и которые могут дать что-то новое рынку. Или тем людям, которые у вас на вас как-то рассчитывают, да, потому что если вы не решаете проблемы, это же утопия. Вот по сути, значит, продукт любого вуза – это студент, который умеет решать проблемы. Но, к сожалению, сейчас во многих вузах ситуация другая. У них продукт – это не тот компетентный студент, а бумага, которой надо отчитаться в министерство, понимаете? Это то же самое с больницами, к сожалению. Почему у нас много сейчас разных частных больниц? Продукт больницы – это здоровые люди. А если приходить там то же самое, например, в поликлинику, я вот летом на гвоздь наступил, сходил. Но меня 3 часа, значит, и принять не могли, и отпустить не могли. Потому что, почему не могут отпустить? Потому что у меня гвоздь в ногах, я могу потом прокуратуру написать. А не могут принять, потому что там что-то у меня с регистрацией, и они не могут меня правильно посадить в базу, чтобы за меня, как бы моя страховка заплатила деньги, понимаете? Поэтому я вам каждому вот желаю, чтобы вы были компетентные и очень крутые в своих областях. И вы помогали друг другу для достижения, значит, целей других. Не конкурировали ни в коем случае. Хорошо? Sağlam dibine vuracaklar.